туркменской природе зацвела туркменская сакура. Это дерево на туркменском языке называется аргуан. Род церцис включает 7 основных видов. Как и на территории Средней Азии, в Туркменистане больше красноцветковых сортов церциса. Однако в результате научных работ и биологических исследований, проводимых в Ашхабадском ботаническом саду, можно встретить кипарисовик китайский. Эти растения выращивают в ботаническом саду с 1937 года. Пурпурно-фиолетовые цветки не имеют запаха, но дают большое количество нектара пчелам и птицам. Плоды бобовидной формы остаются на дереве круглый год и служат дополнительным украшением осенью и зимой. Ботанический сад Туркменского сельскохозяйственного университета был основан в 1929 году и расположен на западе Ашхабада. Площадь ботанического сада составляет 18,5 гектара, из которых 12 гектара занимает дендрарий – деревья и кустарники. В 8 географических зонах сада произрастают растения разных природно-климатических зон. Восточная Азия, Средняя Азия, Малая Азия, Крым, Кавказ, Европа, Средиземноморье, Северная Америка. Европейская кавказская дендрофлора является крупнейшей наземной флорой, и большая ее часть расположена в регионах СНГ. Площадь лесов, горных и пустынных растений, показанных в поле местной флоры, равна 4,5 гектара, где произрастают виды и формы, принадлежащие к местной флоре Туркменистана. В ботаническом саду студенты Туркменского сельскохозяйственного университета, Ашхабадского агропромышленного среднего профессионального училища проходят производственную практику. Во время практики они знакомятся с подразделениями ботанического сада, их функциями, целями и деятельностью. Церцисовое дерево зацветает до того, как появляются листья. Его листья сердцевидной формы. Это дерево широко используется в садоводстве и медицине. Листья и кора этого дерева содержат витамин Е и полисахариды. Цветы дерева церцис заваривают и пьют как успокаивающее средство для нервной системы. Это также полезно против астмы. Мазь, извлеченная из коры, также используется для лечения кожных заболеваний. Церцисовое дерево вырастает от 3 до 5 метров в высоту. В Туркменистане обитают в основном два вида этих деревьев – церцис гриффита и европейский церцис. Церцис относится к числу деревьев, которые любят расти на высоте от 600 до 100 метров над уровнем моря. Оно также приспособлено для выращивания на щебнистых и каменистых почвах. Это дерево является холодно- и жаростойким растением. В заказнике Гуру-Ховдан, являющегося частью Капетдагского государственного природного заповедника, имеется около 5 гектар лесного массива церциса. В основном они произрастают в горных долинах вокруг реки Чырлык. Река Чырлык протекает по территории Туркменистана на протяжении около 25 километров. Капетдагский государственный природный заповедник был создан в 1976 году. Резерв включает два ограниченных запаса. Одним из них является Гуру-Ховданский заказник. Его площадь составляет 15 тысяч гектаров. Аргуан ağacı kadimi relikt ötümlük hükmüne hataplanıyor. Dağlarda deniz derecesinden 600 bin metre belentliklerde qabat gelýär. Ýaýran ýeri şu Türkmenistanna Gunnogor Köpetdağ var şeýer biziň duran ýerimiz. Gunnogor Köpetdağ bilen Merkezi Köpetdağ bir çäkleşýän ýeri. Şonuň üçin hem Gurhovdan çäkli gorahanatynyň şeýerde derýajyk çyrlyk derýajygy diýip şu çyrlyk derýajynyň daşdöwrerini, dağ jülgeleriniň, dağ dereleriniň içinde bir giden ýaýragyny görýär. На территории данного заказника, кроме церциса, произрастают также миндаль туркменский, эфеда, полынь, ревень, пузырник Атабаева, гребенщик, белена, гормала и другие. На прогулке по заповеднику вас будет радовать пение черной каменки. Дерево церцис также встречается в некоторых районах западного Капетдага. Церцис расцвел после Навруза, и в настоящее время эти деревья распускают листья. В июле созревают семена дерева, которые впоследствии берутся для выращивания в лабораториях зимой с декабря по февраль.